Снова здравствуйте. Вот моя очередная творческая работа. Это алтайский волк. Из алтайского волка вот такая красивая шапка выходит. Эта шапка не полностью она идет, как облегченный вариант. Просто вокруг ободок, похожий на капясь. Вот она вот так выглядит. Вот такая красивая. Цвет его, конечно, и он немного белый, но с серым отливом. Такой природный красивый цвет. И мех очень мягкий, как будто бы это, песовая шкура, очень мягкая. Вот она, из одной шкуры получилось две шапки. Вот такая вот шапка. Это башкирская шапка. Она как бы полюбилась всем. И пошла в народ. Эта шапка поедет в Уфу. У него есть хозяин. Заказчик. Это бурзянский волк. Он более такой коричневый. Такой вот. Вот уши у него. Сзади. Как шапку, если вот так посмотреть, то она вся в меху. Такая вот, напоминает полет птицы. Ну и в целом эти шапки похожи на какой-то вот птичий полет, что ли. Вот. Как это вот придумано, кем это составлено. Вот такие похожие на птицы шапки. Только не летают вот. А это вот из чернобурки. С чернобурки тоже красивая. Но с чернобурки она очень легкая. Не дыматур. Вот. Тоже в Уфу полетит. Много меха тут. Тут, конечно, ушло полторы писа. Одной шкуры не хватает на такую большую шапку. Нужно много меха. Поэтому цена будет его, наверное, предельно хорошая. Вот так вот моя работа. А еще вот есть такая шапка, называется капясь. Это заказчик из Баймака. Она поедет или в Баймак, или в Сибай. Но там это будет шапка находиться. Был мех-то, знала и забыла. Вот такая. Она очень интересная. Это называется капясь. Капясь, капясь, капясь. Тоже ушла одна шкура полностью. Вот такая она. Спасибо за просмотр. Спешите заказывать.